Доброе утро, мои уважаемые подписчики, зрители моего канала и мои друзья. Решила я съездить в деревню. Посмотрите, какая красота. Леса, поля. Вон там далеко спаханы поля. И пасутся лошади. Какая красота! Там деревня Халикеева. Все везде зеленое. Вон там кругом леса, посадки. Посмотрите, красота. Я спускалась вот с этой горы. Как-то свежо, очень даже свежо. Рядом лес, поэтому, наверное, или лето так пахнет, я думаю. Ветерок здесь, конечно, ветер теплый, где-то 20 градусов тепла. Вот какие цветочки растут. Вот они, посмотрите, какие красивые, нежные. Тут сидят таракашки. Мы с солдатами называли в детстве. Ой, красота. Свежий воздух. Если бы вы хоть один раз побыли бы здесь, подышали бы свежим воздухом. А дальше вон моя родная деревня Талык. Сейчас переименовали Акшишме. Белый родник. Кругом леса. Красота. Ой, какой сегодня ветер. И здесь пахнет нежным ароматом. Ароматом зелени. А может быть и цветочками какими-нибудь. А вот здесь уже начинается моя деревня. Вспаханы поля, растет что-то. Может пшеница, может ячмень, может рожь. Тоже очень красивая деревня. Когда мы маленькими были, столько детей здесь бегали. А сейчас деревни умирают. Вон зеленая крыша наша. Вон там стоял магазин. Там дальше школа. В этом магазине мама работала всю свою жизнь. Мой братишка Флюр. Вот его хозяйство. Какие-то станки. Я ни в чем не разбираюсь. Распиливать итебез. Любой заказларны кышайткені. Нашла енді, шошында еш. Оға шешір. Ага. Утын да әзірлейсің. Утын да әзірлейбіз. Ага. Я у него покупаю. Опилкалар, пожалуйста. Опилки. Сейчас я приехала за опилками. Шонқара кышыз ділмей. Да. Сұрап тұралар. Ну, шарға кыши, өзімізді алып айдық. Да, работать некому.
зарплата хорошая, если кто-то приходит работать. Обедом кормят, все мясное. На дорогу бензин даем. На дорогу даже деньги даете? Каждый день зарплату даете, да? Выходит, так, При желании. при желании, да. Угу. И с этими помогаете, материалами Да, помогаете. есть такой возможность. Если хороший рабочий, пожалуйста. На... Техника, вот вся техника, если у кого есть права на трактор, на машину. Вон вся техника у него. И машина. У тебя тут много их? Молодец. Вот это рабочее место, где мы работаем. Все под навесом. И Да. зимой, и под дождем можно работать. Ветра нет. Да, и закрывается вот, если сильный ветер. Кому надо штакетники, пожалуйста. Да, вот штакетники. Под заказ делаем. Вон какие хорошие штакетники. Ой. А запах какой вкусный. Ну да, свежее дерево. Есть сосновые, есть березовые. Кому что надо. Кому доски надо, пожалуйста. Да, кому доски. Проживы вот эти для забора. Сейчас только что мужчина уехал, грузил. Горбели, пожалуйста, для топки. Да. Вот. Для топки тоже. Ой, береста. Береза. Ну вот. Потихоньку вот так ходим, работаем. Что сделаем? Работать надо. Трудолюбивый мальчик. Но жизнь заставляет, работать надо. Дети еще неопределенные. Да, дети Кормить, все в учить надо Москве. еще. Да. 3 пацана. Да, 3 сына, да. 3 сына. Помощники. Угу. Сейчас уехали, учатся, кто работает. Угу. Вот как-то так. Старший архитектором в Москве работает, да? Ну, почти. Он, кстати, отучился, где наша Милана Стерлитамаки. Сначала техникум закончил, потом в Москву поехал учиться, высшее образование, университет закончил. Когда я ездила на собрание Миланы, техникум, так его хвалили. Сначала фамилию не сказали. Пацан из деревни, вот, из Стерлибашского района, хороший, и на лыжах хорошо катается, учится на отлично, на все успевает. Потом сказали Файрузов. О, думаю, это же племянник мой. Ой. Мой племянник. Мой родной. Из Глухомани. А? Из Глухомани. Из Глухомани, да. Дети... Мальчишки, конечно, очень воспитанные, потому что невестка наша Ольга с Флюром сами воспитанные. Не пьющие, не курящие. Откуда такие хорошенькие появились, не знаю. Родители хорошие, наверное. Да, родители хорошие. Да, мама тебе жива? Как-то так. Да. Болеет, конечно, у сестренки живет. Пусть живет, здоровье ей. И кто за ней ухаживает. А дяди нашего отца Флюра давно уже нет. Да. Вот такие дела. Вот. Была бы я мужчиной, я бы сюда приехала работать. Работать некому действительно в деревне. Потому что одни старушки, даже мужчин, стариков нету, одни женщины-старушки. Деревня вымирает прямо, жалко. А вот опилки. А где-то продают опилки. Мешок. 30 рублей. Сколько? 30 рублей. 30, я слышала, 80.
в этом году? Ну, для тех, может быть, мне 30 достаточно. А мне бесплатно. Ну, тут сестру-то разговор. Там и хорошие. Вот, кому надо, можете и опилку купить. Недорого. Сейчас именно надо стелить под живностью опилки. И навоз вон там у тебя хороший есть. Розу увидят, слюны потекут. Как у меня навоз увидела, я сказала на канале, что у Розы слюны потекут. И она мне пишет, а у меня уже слюны потекли. Вот сколько материала. Скоро начнут лес брать. Сегодня ветерок немножко. Пчела сидит вон. Труженики. Скоро будет мед. И бабочка вон там летает. Красивая, красивая, наверное, я испугаю, наверное. Ой, улетела бабочка. Посмотрите, какая красота. Все зеленые, зеленые. Вот здесь живет тоже женщина. Одна. Здесь тоже одна. Там Флюр, братишка. Там женщина одна и все. Больше никого нет. Вот здесь тоже одна соседка. А вон сестра вышла. Встречает меня. Я проехала мимо. До Флюры сначала доехала. Сколько цветочков у тебя, па? Цветочков сколько у тебя? Ой, красота! А запах? Ну да. Потом пух будет лететь. Вот в этом году сестра хочет поменять забор. Приедет племянник. Он забор уже старый. Поставить, наверное, надо здесь столбы железные. Вон сирень цветет. Здесь раньше был пруд, как я вам сказала. У нас вон там баня. Но баня старая, уже сестра боится топить баню. Мы в бане искупались и раз в пруд. А мама как ругала нас. А здесь и гуси плавали, и утки плавали. Все было грязное. А сколько детей у нас было тут. Вот здесь, конечно, есть речка маленькая-маленькая. Никто не чистит, никому не надо. Вот все заросло. Все уже пожилые. И с этой стороны тоже так же. Маленькая речка. Растет американский клен. Ой. На кладбище тоже растет американский клен. Каждый год уничтожаем. В этом году чем-то опрыскивали, чтобы все высушилось. Там родник наш. Вода очень вкусная.
И рис цветет. Все зеленые-зеленые. Цветочки. Потом будет летать пух. Нарциссы у нее зацвели. Вот огород у нее. Племянник спахал. Мотоблок купил он зимой. И здесь сирень. Красота. А пчелы тут. Вот гусям, цыплятам буду собирать одуванчик. Листья одуванчика. Сестра вот сюда только посадила картошку. В прошлом году и сюда сажала. Видите, где трава? В этом году племянник молодец. Взял, да, посеял здесь траву многолетнюю, как вот здесь. Кукушка кукует. А вот здесь совсем другой сорт сирени. Всем привет! Как здоровье ваше? У меня нормально. У тебя всегда нормально. Кино смотрит сестра. Ой, какие у тебя цветы красивые. Красота. Травы мои заваривай раз в день. Женское счастье тоже цветет у нее. Потемнеет, делай 3 глотка. Посмотрите сегодня, сколько они скушали. Когда куда-то захочу поехать, я закрываю их здесь. А так-то они у меня ходят здесь. Или во дворе. Или здесь немножко посижу в тени. Вон там в тени посижу немножко. По 2 часа где-то. Потом помогают ребятишки. Где-то по 1,5, по 2 часа тоже они сидят. Вот так. Они очень даже травоядные. Комбикорм больно не едят. Едят только ночью. А так-то в основном целый день вот так щипают траву. Любую абсолютно траву едят они. И крапиву едят, все едят. Крапиву, конечно, я им нарезаю. Размельчу тяпкой. Вот они какие колесенькие. О чем-то разговаривают. Ну как, мои хорошие, все 21 штук. Все живы и здоровы, слава Всевышнему. Очень любят, когда нахожусь я рядом с ними. Как только ухожу, они за мной бегут. Как будто я мама. Вот как вкусно щипают траву, кушают. Почему-то не вон там, где травы много, именно сюда подходят. Или я разговариваю, поэтому думаю, что я зову. Идите вон там покушайте. Там вкусная трава. Потихонечку растем. Скоро наши крылышки появятся. Вон они маленькие еще.
Что вы не поделили, а? Чего вы деретесь? Ну-ка не дерись. Ну-ка не дерись. Ах ты. Ты что делаешь? Ой, хулиган. Ты что делаешь, а? Один такой злой есть, вредный. Всегда дерется. Ах вы хулиганы. Вот такой хулиган тоже есть у нас. Что-то ему не хватает. Вечно недовольный. Вон опять хочет. Сейчас в угол поставлю. Будешь вон один в клетке сидеть. Комбикорм захотели. Очень интересно наблюдать за ними. Прямо успокаиваешься. Никакого психолога не надо. Пока я нарвала траву для своих цыплят, для своих гусят, сестра мне нарвала вот столько сирени. Но я хочу сделать лекарство. Лекарство от боли. У сестры болят ноги. Все суставы у нее болят. Фаланги все. У нее и полиартрит, и брюцеллезом она болела, когда жила в Казахстане, заразилась. Спина также болит. У нее на спине трещина была еще в прошлом году. Вот я хочу сделать лекарство, чтобы иногда натираться. Да и для себя тоже хочу делать. У меня тоже болят суставы. У меня тоже артроз. Болят поясницы. Везде остеохондроз. Откуда только взялся. Вот иногда вроде помогает, когда натираешься с такими лекарствами или самовнушение. Я не знаю. Наверное, иногда помогает. Поэтому, пока есть сирень, надо воспользоваться. В прошлом году мы не успели, проглядели. Свела сирень и исчезла так быстро. А сейчас я увидела и предложила сестре сделать лекарство. Я ей обещала, что и себе сделаю, и тебе сделаю. Она только обрадовалась. Такой запах. Сейчас я банки залью водкой. И будет стоять сколько угодно, хоть год целый. И вторую банку зальем. Можно залить самогоном, можно водкой. Мне и мама так делала. Мама говорила всегда, что помогала. У меня немножко осталось. Вот до сюда только. А эта банка чуть поменьше еще. Время от времени вот так надо стряхивать. Ну вот такое лекарство мы делаем. Еще я высушила одуванчики.
Вот они, дегидраторы Оберхоф. Тоже их можно в свежем виде залить водкой. Я пока сушила, убрала. Можно высушенных залить. Тоже для растирания. А кто-то говорит, пить можно. Я не знаю. Я не пробовала. Мои хорошие, подскажите, как нам еще делать лекарства из одуванчика и из сирени. Может, кто-то хороший какой-нибудь рецепт знает от боли суставов, от чего пьют. Тоже я слышала, что настой сирени тоже пьют. Посмотрите, какая красота получается. Вот с улицы домой пришли. Если я посижу с ними на улице, они сидят. А если домой только приду, смотрю, они за мной бегут. Это кто такой красивый такой идет? А? Всем привет. Ты откуда? Из музыкальной школы. О, ну как, занимался? Хорошо. Молодец. Иди домой. Молодец, мальчишка. Я бы, конечно, его попросила, чтобы он немножко играл, но он смущается. Даже смущается, когда я смотрю. Как-нибудь да будет играть. Вот столько травы я привезла от сестры. Вот одуванчик, тут и крапива есть. И опилку привезла от братишки. Ну, на этом я свой ролик заканчиваю. Всем желаю самого доброго. Доброго здоровья, удачи, много-много радости, семейного благополучия. Ну и, конечно же, мирного неба над головой. Всем пока-пока. До следующей встречи.